Во время встречи с представителями башкирской общественности случился инцидент, автором которого выступил известный танцор Риф Габитов. Он неожиданно для всех предложил почтить вставанием память одного из участников массовых беспорядков в Баймаке, который впоследствии умер, находясь под арестом. У представителей башкирской общественности это предложение вызвало как минимум недоумение, и поддержки инициатива ни у кого не нашла. Предлагаю от имени Аксакалов его память почтить вставание, минута молчания. Пожалуйста. Башкирттар курултай халық исеменнән хайланманымын. Нишләп без халык түгелме? Һездә кем изгә бирде ул халык исеменнән сыгыш чыгарга, Ариф агай? Беренчесенә ике. Бер халык исеменнән сыгыш чыгарманы. Балаларыгыз кайда булды ошо көндө? Һез яшьләрне сакырып утка итеп тыктыгыз. Үзегезнең балаларыгыз кайда булды мәсәлән? Күптәр һез кайда булды? Глава Башкортостана ответил Рифу Габитову и пояснил свою позицию, почему он против подобных действий. Риф Атыхович, Фаиль Тимирянович, вы взрослые люди, и в своей среде вы состоялись, и за это вам спасибо. Но все-таки, мне кажется, уважать друг друга надо здесь. Мы вас уважаем, и да, мы вас уважаем. Дальше. Значит, еще раз повторяю, пожалуйста, говорите от своего имени. Чтобы говорить от имени народа, ох, как много нужно сделать. И полагаю, что здесь от имени народа и от имени вот какой-то группы аксакалов вы от себя говорите, поскольку я предлагаю вам диалог и разговаривать с каким-то мифическим вот, значит, вашей инициативной группой не собираюсь. Я с вами лично разговариваю. То, что касается, значит, ваше предложение минуты молчания, оно отвратительно. Понимаете? Оно отвратительно и бессовестно, я считаю. Потому что минуту молчания мы должны предъявлять тем людям, которые действительно погибли за Родину, за свободу, заслужили уважение людей. Вот что предлагаете с вашей минутой молчания, возвращаюсь? Человека, который совершил и обвиняется в тяжком преступлении. Организация массовых беспорядков и посягательств на сотрудника, которого пришлось брать спецназом, значит, которым случилась беда, которую никто не ждал, который скончался, пока по пути перевозили. Результаты экспертизы нам еще неизвестны. Тем не менее, уже первые результаты экспертизы, которые показали, что нет ни гематом, ничего, нам говорят о чем? В то же время соседи говорят, и значит, о том, что, не буду просто память, его только сегодня, кстати, похоронили. Значит, с семьей вели все это время диалог. Я там совсем не хочу приводить параллели. Вы там американскую историю посмотрите, как одного наркомана, значит, там, что после этого было и так далее. Поэтому, мне кажется, человек умный, ответственный, взрослый, как говорят Аксакал, 5 раз должен подумать, когда такие вещи предлагает, чтобы потом до конца жизни не было стыдно за такие глупые вещи. Завершая встречу с членами Курултая Башкир, Ради Хабиров поблагодарил всех за конструктивный диалог и призвал к совместной созидательной работе на благо нации. На очень непростом пути развития. Почему? Потому что вся наша нация, башкирская нация, в составе России, в составе мы боремся с очень страшным врагом. С очень страшным врагом. И одномоментно решаем те проблемы, пытаемся решить те проблемы, которые у нас, значит, долгие годы, может быть, и не решались, которые, может, вновь появляются. Поэтому в этот момент нам на самом деле надо быть очень разумными, очень мудрыми, что ли, потому что тут детей нету, да, у всех определенный опыт, у всех, раз вы здесь сидите, значит, даже в силу молодого возраста вас признают ваши заслуги, и за вами люди идут. И поэтому подчеркиваю, что нам, конечно, надо этот непростой период, а я уже, который год говорю в республике, непростой период, сперва ковид, там, потом санкции, потом это, другое, третье, но должны мы его хорошо пройти, и поверьте, мы очень хорошо проходим. И мы за республику, за нашу нацию можем гордиться ею. Вот сегодня, я уж открою секрет, полк Башкортостана наш воюет. Вот сегодня вручали награды, значит, несколько там мужества, там десятки за отвагу. И уже витает в воздухе вопрос о присвоении полку Башкортостан, который воюет, сколько он, полгода еще нету, уже звание гвардейский. Понимаете? Потому что полк прорвал. Вот эти ребята там, вот эти наши. И уж по кому минута молчания я буду стоять, и сколько надо. По тем ребятам, какие погибли там. Вот это наши герои. Вот о них и мы будем.